Гора Афродита высотой более 2000 метров над уровнем моря находится вблизи райцентра Аймеконского района и с каждым годом все больше привлекает скалолазов из разных районов республики и регионов страны. На днях в Уснеру прибыла экспедиционная группа из города Красноярска. Вместе с ними были и якутские альпинисты. Чем привлекает гора Афродита экстремалов и скалолазов? Во-первых, райцентр Аймекония находится в доступном месте. Во-вторых, здесь наблюдаются характерные высоты, скальные массивы, большие перепады. В общем, маршрут серьезный. Для альпинистов это 5-я категория сложности. Наша цель экспедиции – это посмотреть район, перспективность его альпинистская и по возможности классифицировать несколько маршрутов, чтобы здесь потом со временем проводить альпинистские сборы. И юноши и девушки республики могли выполнять здесь спортивные разряды. То есть мы проходим маршруты, классифицируем, подаем в Москву. Москва утверждает маршруты по категориям трудности. И я думаю, здесь мы сможем набрать маршруты, необходимые для закрытия 2-го, 3-го спортивного разряда, а также выполнения норм на значок «Альпинист России». От Уснеры до подножия горы Афродита 11 километров. Это кажется не так далеко, но пеший ход длится более 6 часов. Туда ведет одна дорога. От поселка до начала подъема по подсопнику своим ходом 4 километра. Сейчас вот начинается более крутой подъем на турбазу, где наши альпинисты разбили лагерь. И до туда где-то тоже 3-4 километра. По этой дороге группа альпинистов проделала нелегкий путь, так как экспедиция будет продолжаться 10 дней, то есть до конца июня этого года. Все это будем пихать по рюкзакам. Молодым энергичным скалолазам пришлось несколько раз спускаться и подниматься в гору. За один раз подъема вверх все вещи не потащишь. Так вот сюда, ну по крайней мере либо прямо, либо вниз. Немножко. Будет легче, я думаю. Мы, наверное, сами не понимаем, для чего нам все это нужно. Но почему-то ты всегда испытываешь очень восторженные чувства и всегда хочешь их вернуть, когда все это кончается. Поэтому так просто словами не объяснить. Это нужно попробовать. Вот она, одна из самых красивейших гор нашего Аймеконского района. У нее даже название красивое – Афродита. Высота горы составляет более 2000 метров над уровнем моря. Вот поэтому здесь каждым годом приезжают альпинисты, скалолазы и любители туризма. Разведывательная экспедиционная группа в составе 20 человек приехала с целью квалифицировать в Аймеконском районе несколько альпинистских маршрутов. Они разбили лагерь у подножия горы Афродита. Самое подходящее место не только для экстремалов, но и любителей туризма тоже. Красивый панорамный вид, ровная поверхность для палаточного городка, рядом водоемы с кристально чистой водой и водопады.
Альпинистские сборы организованы официально Федерацией альпинизма и с управлением образования города Якутска. И учебно-тренировочные сборы проводятся согласно правилам ипотехники безопасности горного туризма и альпинизма. Любого мероприятия, она тщательно продумывается, готовится. Эта экспедиция готовилась примерно полгода. Ребята были набраны еще в конце января, проходили обучение на базе второй школы города Якутска. У нас в составе группы 6 учащихся школ города Якутска. Старшеклассники образовательных учреждений города Якутска и молодежь проходят тренировки каждый день. С ними в обязательном порядке идет инструктор и опытный скалолаз. Пробуй вот там что-то поставить или вот там. На природных скалах новичкам всегда нужны советы опытных инструкторов. Валерий Александрович, старший инструктор по туризму, человек со стажем, имеет первый разряд по альпинизму. Это второй поход на Афродиту в его жизни. Первый раз Валерий сюда приходил в молодости вместе с отрядом контрольно-спасательной службы. Этого не надо бояться, то, что он поставлен. Смотрите, да? Вот попробуйте все. Подергайте. Держит, да? Держит. Сборы были поздно осенью, уже немного было даже снега, и температура довольно-таки где-то под 40 была. Вот, мы поднялись в цирк Афродиты, поставили палатку «Зима», печка была там, вот, ну, заготовка дров, она работала на печке. Вторая палатка была перкалька, это альпинистские, это самые двухместные палатки. Конечно, воспоминания очень слабые, потому что это было очень давно, аж в прошлом веке. Эти молодые ребята с ним чувствуют безопаснее на скалах. 74-летний аксакал Валерий Александрович молодым альпинистам отчетливо показывает специфику лазания на естественном рельефе, показывает и рассказывает навыки страховки, лазания с веревкой, прощелкивание разворота, как правильно пользоваться карабинами и страховочными оттяжками и другими снаряжениями. Почему делаем так, скажите? Чтобы если сорвется одна из этих... Так, делаем, смотрите, повторяем. Скалолазание очень сильно развивает общую силовую выносливость и отбивает страх перед высотой. Человек перестает делать неуверенные и опасные движения дрожащими руками и ногами. Вот эти молодые ребята, они уже физически подготовленные. Сейчас на данный момент они проходят практику, чтобы потом получить спортивные разряды. Самый длительный поход, из которых мы ездили, был категорийный поход. Он длился около 7 дней, за которые мы должны были пройти 100 километров, после чего должны были получить 3-й взрослый разряд по пешему туризму. Мне кажется, таких гор, они похожи на алтайские горы, да. Как будто даже не в Якутии находишься, потому что южнее центральной Якутии гор нет, то и больше равнины. Я была поражена, насколько у нас огромная республика и какой разный ландшафт у нас бывает. Подъем на естественном скальном полигоне и на скалодроме существенно отличается. Профессионалы предпочитают природные скалы, но любителям советуют начинать обучение на искусственном рельефе. На скалодроме мы занимаемся скалолазанием. Это как бы более узкое такое понятие. Это лазание по трассам именно. Оно может быть как на искусственном рельефе, вот на скалодроме мы зимой занимаемся, так и на естественном. А альпинизм – это более обширное понятие, ну, это именно восхождение на вершину, на пик какой-то. И альпинизм, он может включать в том числе и скалолазание. Если какой-то трудный маршрут, там есть еще и скальные участки, где нужно именно залезть лазанием.
По мнению опытных скалолазов, в районном центре Аймекония вполне можно развивать альпинизм. Для этого работает скалодром при школе имени Героя России Игоря Хоменко, где дети занимаются скалолазанием. Первый толчок для развития альпинизма и скалолазания дан. Как признают гости, Якутия огромна по своей территории, и здесь практически нет освоенных альпинистских горных мест. Помимо задачи квалифицировать маршруты, перед ними стоит цель изучить места на этой северной земле, где можно развивать альпинизм, чтобы в дальнейшем организовать альпинистские сборы. Тогда представители молодого поколения нашей республики будут иметь возможность осваивать этот вид спорта, получая спортивные разряды.